Можап Цибиков, буддист-паломник у святынь Тибета. Глава книги 17. Домой. Дневник пути от Лхасы до Кяхты. Часть 63. Простившись с городом, мы спустились с перевала и могли пройти за целый день лишь до устья Пади северной стороны его. Много задерживали движение вьюки и яки. Вьюки, приготовленные на глазомер и рукавес, не всегда были равны по тяжести. Чуть одна сторона перетягивала, вьюк понемногу сползал на один бок и, наконец, падал вместе с седлом. Приходилось снова вьючить и уравновешивать. За неимением мелких вещей посредством каменных плит, да и яки очень своенравные животные. Так как их приходится гнать свободно гуртом, то они постоянно теснятся друг к другу, и более сильные, бодая слабых, сбрасывают вьюки. Это они начинают делать тем чаще, чем труднее дорога. При крутых подъемах, когда погонщики еле тащат свои ноги, или при крутых спусках, где один неверный шаг может по меньшей мере вывихнуть ногу, яки делаются особенно озлобленными и злобу свою выказывают на тех, кто слабее их. 12 сентября. Продолжая путь, обедали вблизи Хундубцзона, находящегося на левой стороне Пади, на высокой природной горке. Ночевали невдалеке отсюда, там, где у подошвы правобережной горы находятся 7 сюбурганов. Хлеба были уже убраны, и трава уже высохла, якам приходилось собирать скудный корм на сжатых пашнях. 13 сентября. Перевалили через Чогла и ночевали на северной его стороне на обильной сравнительно траве. 14 сентября. Ночевали выше Помдодзона и только 15 числа переправили вброд вьючных яков, а сами перешли по цепному мосту, о котором упоминалось в описании переднего пути. Теперь же я сделал 2 снимка с него, но пасмурное утро с накрапывающим дождиком не обнадеживало меня на удачу, что и оправдалось затем при проявлении. Вышел только силуэт противоположных гор и торчащие на вершине холма развалины старинного Помдосского замка. Ночевали на правом берегу Рачу. 16 сентября. Переправились через Лани и ночевали на северной его стороне. Остановиться пришлось только поздним вечером, так как не могли найти по пути хорошей травы для скота. Под вечер начал идти мелкий град с раскатами грома, но перестал ко времени нашей остановки. Земля была добела покрыта им. Мы легли спать, а возчики погнали яков на гору для прикорма. Вскоре один из них, более старый летами, вернулся и расположился с нами на ночлег. Утром, собираясь в дальнейший путь, один из моих спутников, халхасец, заявил об исчезновении его китайской сабли. Заподозрили в краже молодого возчика, не спавшего всю ночь и по временам приходившего в палатку, но пришлось молчать о подозрении, так как мы были всецело в их руках, вследствие того, что условие было заключено о доставке нас только до их ставки. Они при желании могли устроить стачку с соседями и продержать нас до какого угодно времени или заломить такую цену, какая во много раз превосходила бы стоимость сабли, так соблазнившей кочевника. Поэтому все время приходилось быть ласковыми с ними и кормить их уже сверх условия, только для того,
чтобы заслужить их расположение к нам. Это путевое содержание сильно действовало на старика, и он уже не раз давал обещание вести нас до Накчу, переменив дома утомившихся яков. 17 сентября. Прибыли к ставке наших возчиков. Они были соседями. Старик жил в Банаке, а молодой человек в юрте монгольского образца. Мы поставили свою палатку у Банака, и хозяева очень гостеприимно угощали нас молоком, свежим и кислым, а также другими продуктами молочного хозяйства. Дамские монголы, свободные от тибетских податей и повинностей, находятся в непосредственном ведении маньчжурского амбани, живущего в Лхасе. Поэтому они сравнительно свободны в самоуправлении и достаточно зажиточны. Держат по много яков, а более богаты и табуны кобылиц, из молока которых приготовляют столь любимый монголами напиток – кумыс. Подле нашей стоянки расположен глинобитный домик, который окружен белой оградой и называется Карба. В нем живут 5 тибетских монахов. Они совершают духовные требы местных жителей, не исключая и отпевания покойников. Последних, как говорят, и здесь разрезают на куски и отдают на съедение птицам. Продневав следующее 18 число, на этом же месте мы заключили со стариком новое условие – вести нас до Накчу-Цонра. Молодой возчик отказался от дальнейшего пути и вместо себя отыскал другого, такого же молодого человека за плату по 4 монеты, это 80 копеек, за каждый вьюг, причем они должны были дать нам самим за одинаковую плату по одному смирному яку для верховой езды. 19 сентября. Около 2 часов пополудни двинулись в путь. Мы сели на яков, которые были без всякой узды и веревочки, продернутой через ноздри, и шли в той же толпе с другими вьючными яками, погоняемые пешими возчиками. При этом приходилось не раз подвергаться опасности быть поднятым на рога какого-нибудь озлобленного животного, идущего рядом. Только то обстоятельство, что под верховую езду бывают приучены самые старые и потому самые большие яки, служило некоторой гарантией от покушения соседей их. Все же перемена пешего путешествия на верховое, хотя довольно неудобное, была приятна для всех нас, потому что общее высокое положение здешних мест чрезвычайно затрудняют непривычных людей при ходьбе, а если сделать небольшое усилие бежать или идти подолгу торопливым шагом, то сразу появляется одышка и тяжелое затрудненное дыхание. Пройдя за этот день небольшое расстояние, мы остановились ночлегом поблизости от палатки, косивших сено местных жителей. Они косят уже почти высохшую траву своеобразными косами, напоминающими серпы. Косы этих имеют рукоятки около 1,5 аршина, и косец стоя рубит траву. Убранное сено складывают у своих палаток и затем свозят домой вьюками на яках. Вообще неусовершенствованная коса, отсутствие граблей, к тому же и скудость травы не позволяют собирать здесь много сена. Возчики с удивлением говорили про величину кучи, которая у нас не превысит 2-3 копен, общим весом около 10-12 пудов. 12 сентября. Пройдя подле уже известных 8 субурганов, перевалили через Чогла или Чогдзала, который с обеих сторон очень невысок. Останавливались ночлегом
на быстрой горной речке, текущей на юго-запад от Самтан-Кансар и являющейся, как передавали мне, началом Рачу, главного притока Помдочу. Местные жители подвластны Раденскому монастырю. 21 сентября. Путь наш пролегал по Суншанской равнине у подошвы левобережных гор. Речка равнины течет на юго-запад. Попадаются банаки казенных станций с их запретными лугами. Дорогу то и дело пересекают быстрые речки со страшно каменистым дном. Вообще дорога чрезвычайно камениста. Останавливались ночлегом у одной такой речки. 22 сентября. По заключенному вечером с возчиками уговору поднялись с постели задолго до рассвета и, напившись чаю, тронулись в путь, который до рассвета продолжался благополучно. С рассветом же стал идти крупный градообразный снег, бивший нам прямо в лицо, и мы сбились с дороги. Идучи ощупью, не зная ни направления, ни местности, мы переходили через несколько холмиков, переправлялись через две быстрые речки. К полудню небо сделалось ясным, и ослепительный снег производил неприятные действия на глаза, но он скоро стал таять, и спустя немного мы увидели, что идем между двух дорог, не потеряв верного направления. Ночевали на одной из речек, текущих в ту же равнину. 23 сентября. Выпал большой снег, который днем начал таять. Останавливались на ночлег после небольшого перехода по холмам. 24 сентября. Вступили на обильную травой равнину правого берега реки Накчу, перейдя через ряд невысоких холмов, служащих водоразделом систем рек Дречу Красной реки и Брамапутры. Ночевали в степи. 25 сентября. Переправились вброд через Накчу. Вода была невысока. Возчики перешли пешими, снявшие панталоны и высоко подняв полы своего платья. Ночевали, перевалив через левобережные горы подле банаков местных жителей. 26 сентября. Достигли, наконец, условленного места Накчу-Цонра. Немного не дойдя до него, мы узнали, что тайджинары на другой же день после прибытия к своим лошадям поспешно уехали на родину, нанявшись вести каких-то монголов на тех самых 10 лошадях, за коих уже получили от меня плату. Прибыв к банаку тибетца, у которого наши возчики оставляли своих лошадей, пришлось лишь констатировать, как совершивший факт, возмутительный поступок СНГ и его товарищей. Жертвой их обмана оказался не один я со спутниками, но еще 3-4 монгола. Мною овладела какая-то скука, или вернее уныние. Я не знал теперь, что делать. Конец 63-й части.